2025 год в России объявлен годом защитника Отечества. Это дань уважения всем, кто в разные годы стоял на страже Родины, кто, не щадя себя, защищал ее от врагов. Один из них – Махмуд Хамхоев, ветеран Великой Отечественной войны. Он родился в 1910 году в селе Средние Очулки Малгобекского района ЧА/СССР. Прожил там 20 лет. 1 ноября 1930 года Махмуд призвался в армию, где был зачислен в 21-й кавалерийский полк 4-й Кавказской дивизии. Отсюда боевая тропинка жизни Хамхоева только военная. 1939 год. Махмуд Хамхоев прошел курсы младших лейтенантов 12-й Кавказской дивизии. Затем он был в различных формированиях. Это полки, это 177-й разведывательный полк, это 31-я стрелковая дивизия, в общем-то, где его застала война. Махмуд ушел на фронт в 1941 году добровольцем. В октябре того же года 31-я стрелковая дивизия, командиром которой был Махмуд Хамхоев, вела тяжелые оборонительные бои под Таганрогом. Мощная танковая группа генерала Клейста рвалась на Северный Кавказ. Фашисты использовали метод выброски десанта. Действовать нужно было без промедления. Это был очень важный пункт, и нужно было вести оборону быстро. И тут они к себе зовут Махмуда Хамхоева, начальника эскадрона. Видишь, нужно захватить, атаковать. Есть, сказал Хамхоев, и, в общем-то, они выполнили это задание блестяще. То есть они очень тихо атаковали противников, немцев, и взяли их в плен. Позже в газете «Красный кавалерист на фронте» в корреспонденции «Хамхоевцы едут в атаку» напишут «Хамхоев ехал впереди». Случаев, когда дивизия Махмуда успешно справлялась с поставленной задачей, много. А даже если что-то не удавалось, лейтенант Хамхоев всегда умел отличиться. Так, в декабре 1941 года конники Махмуда, выполняя особое задание командующего 56-й армией у реки Миус, внезапно ворвались в расположение эсэсовской дивизии и учинили там основательный переполох. Это делалось, чтобы уточнить данные разведки. Дело в том, что в этот момент взорвалась ракета, то есть это такие были специальные сигнальные ракеты в тот момент, и разведчики были обнаружены, у них были какие-то доли секунды, каким-то образом Хамхоев смог схватить немецкого унтер-офицера. В июне 1942 года в одном из боев Махмуд Хамхоев был тяжело контужен и пробыл в госпиталях до августа 1943 года. За проявленное мужество в борьбе с германским фашизмом представлен к правительственной награде ордену Боевого Красного Знамени, награжден медалью за отвагу. По состоянию здоровья в 1943 году Махмуд был демобилизован. В 1968 после тяжелой болезни его жизнь оборвалась. О подвиге Махмуда Хамхоева говорится в каждом уголке Ингушетии. В селе Гамурзиево в его честь названа улица, а в Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова стараются помнить о всех, кто ковал победу на передовой. Ведь не зря говорят, война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Ведется у нас работа и по тем, чьи судьбы до сих пор неизвестны. У нас есть стенд с невернувшимися с фронта, это более 6500. Эти же имена высечены на мемориале памяти и славы. И, в общем-то, родственники обращаются, и мы работаем непосредственно за архивами, музеями России, чтобы узнать поподробнее. Совсем недавно к нам обратились родственники Мальсагова Мажи Гудеевича, которая участвовала в битве под Сталинградом, погиб там, и долгое время было неизвестно, где он погиб. Да? Но сейчас вот эта работа ведется с Мамаевым курганом, с Волгоградской областью, да, ну и с другими архивами, и мы надеемся, вот эти судьбы, эти истории будут известны. Сегодня, вспоминая героев, мы понимаем, подвиг таких людей, как Махмуд Магомедович Хамхоев, это не просто страницы прошлого. Это уроки преданности Родине и любви к ней, которые остаются с нами навсегда. Хадиджа Ивлоева, Султан Булгучев, Магаз 24.